Эй, всем привет, друзья! Привет! Привет! В эфире наш регулярный, как это назвать? Еженедельный телеподкаст. тележурнал. Нет, телеподкаст, мне кажется, это наиболее точное определение того, что... А называется он «Пропеллеры». Эй! Первый наш сюжет связан с кофе, и мы вот до этого поговорили с нашими друзьями и поняли, что сегодня, однако, я один буду рассказывать про кофе, потому что кофе пью из присутствующих только я. Очень редко пью кофе, только тогда, когда дома нет ничего сладкого, и у меня есть свой особый рецепт. Да, я просто наливаю целый стакан молока, ставлю его в микроволновку буквально, минуты на 3, и добавляю туда кофе, сахар, и вот пью такую вкусняшку. Необычайно особый рецепт от Насти Гриневецкой. Она кофе с молоком, и с сахаром делает. Нет, это получается не кофе с молоком, а кофе на молоке. Это, насколько я знаю, кочевники, там, монголы, допустим, они когда чай делают, воды же нет в степи, поэтому обычно чай заваривают на молоке. Настя у нас как настоящий степной человек, как настоящий степняк, заваривает и кофе в том числе тоже на молоке. Всем привет! Кому первому пришло в голову рисовать на кофе, неизвестно, но с каждым годом это искусство набирает все большую популярность. И вот сегодня я нахожусь на первом городском чемпионате барменов «Барист», чтобы узнать и рассказать вам о таком направлении, как латте-арт. Латте-арт – это искусство рисования и создания всевозможных рисунков на кофейно-молочных именно напитках, потому что на черном кофе рисовать черным по черному никогда не получается. Какие инструменты используют баристы? В принципе, в ход идет всевозможные способы, тем более есть разные техники рисования. Если эйчинг, это необходимо расчерчивать либо зубочисткой, либо шпажкой, либо специальными приборами для латте-арта. Есть техники вливания так называемого питчинга, который не нуждается в дополнительном дорисовке, нуждается просто в заливе определенного структуры спеянного молока в чашку с черным кофе. Сколько чашек было израсходовано впустую кофе для того, чтобы научиться красиво рисовать? Очень много. Свыше 50. Можно я в килограммах скажу? Килограмм 5. Я использовал больше 100 чашек, наверное. Больше 100 чашек? Ну, там тренировки, да, руку надо набить сильно. Наверное, кружек 10. Прошел первый городской чемпионат барменов «Барист», и я пришел к своему другу сокухнику, человеку, с которым мы готовим заварухи-повалихи, Александр Горбунов. Давай сделай свой флейринг. Я кину сейчас сливки, ты их поймаешь. Давай. Ну, у нас френч-пресс сломался. Миксером решили. Вот уже лучше. Давай еще немного, минуту, пока это... Буквально прошло пару минут после того, как мы сбили наши сливки, наливаем наш кофе вот в такой вот большой стакан. Подожди, не сыпь. Ты что сделаешь-то? Слава, я не могу так работать. Теперь вот это, да? Теперь наливаем наши взбитые сливки. Наливай. Наливать. Наливай, нет, опрокинь. Давай. Итог сегодня... Какие, но друзей не выбирают. Итог сегодняшней программы: латте в домашних условиях приготовить нельзя. Или можно, но главное, чтобы для этого были хоть какие-то руки. И все-таки труд бариста – это очень кропотливый труд. И приготовить латте в домашних условиях действительно очень сложно. А это мы еще рисовать не пробовали. Ну, сейчас кофе подают в разных интерпретациях. Появилось огромное количество молодежных коктейлей. Самые простые, я думаю, это
различные будильники, как их называют, когда-то колу смешивают с кофе, добавляют капельку лимона и там и ты проснулся. И типа дела. Когда я был молод, мы готовили такой же коктейль из растворимого кофе и кока-колы. Мы называли его Raise Dead, потому что мы играли в настольные игры, там в Dungeons and Dragons, и там было заклинание такое, ну... Восстать. Да, восстать из мертвых, и вот такой коктейль. Да, штука правда работает, но я... Но это не очень полезно, поэтому, ребята, мы вам не советуем. Да, мы не советуем вам восставать из мертвых. Да. Пожалуйста, не надо. Следующий наш сюжет подготовила Марина Никонова, и сюжет этот посвящен... Угадайте, о чем Марина Никонова сделала сюжет о недавно прошедшей неделе моды в городе Якутске. Вот все говорят, я не слежу за модой, это же на самом деле неправда. Потому что все мы, пусть не следим за высокой модой, там, не читаем какие-нибудь глянцевые журналы, фэшн там и так далее, Но часики-то у нас с тобой модненькие. Да, как бы... Неделя моды в Якутске объединяет всех работников в индустрии красоты. Но особое внимание достается моделям и дизайнерам. О них сегодня и поговорим. Форма недели моды, она, в принципе, осталась прежней. Все-таки это фэшн-событие, оно должно быть с проходками моделей, с какими-то луками, минимум макияжа, интересные образы. На третьей неделе моды в Якутске участвовало 12 дизайнеров и около 100 моделей. Коллекции от сдержанных и утонченных до самых эпатажных и дерзких. Только сплоченная работа модели и дизайнера может дать такой эффектный результат. Тебе, во-первых, твоя модель должна нравиться, да, чтобы прочувствовать это все, ритм чувствовать. То есть ты передаешь эмоции. Я стараюсь это сделать. Во время примерки нужно найти общий язык, понять, что хочет дизайнер. Но, в принципе, я всегда сходилась с характерами. Как я считаю, модель должна быть всегда разной и именно стараться передать то настроение, которое просит дизайнер. Конфликты, бывает, но это все равно, думаю, терпимо ко мне. Как бы нервы трачу, потому что все равно волнуюсь, боишься, что подведешь, но всегда все выходит нормально. Главное всегда кайфовать. Вот когда ты выходишь на сцену, я считаю, главное, вот ходила такая, да я круто выгляжу, а чего бы нет-то? Что не нет-то? И вышла, понимаешь? То есть я считаю, первостепенно от модели, то есть пусть она будет маленькая, пусть она будет немножко пухненькая, но если она вжилась в роль, Какие эмоции ты испытываешь, идя по подиуму? Это нереальное чувство удовлетворения. Просто вообще, я без этого жить не могу. Это мое все, это творчество, я обожаю это. Какими бы сложными ни были взаимоотношения модели и дизайнера, профессионалы всегда найдут правильный подход к рабочему процессу. Дизайнер, да, он создает свое творение. Это, да, образы. Ну, вообще, он создает ребенка своего, грубо говоря. Но его коллекция, это его и надевает этого ребенка на другого человека. На высокую женщину надевает этого ребенка. И не дай бог, она упадет. Это отличная подводка к нашему следующему сюжету о фильмах, точнее, о хоррор-играх, да. Всем привет, друзья! Спустя некоторое время мы опять с вами и опять поговорим об играх. Тема нашего сюжета будет уже полюбившийся нам жанр хоррор. Первое, наверное, с чего мы начнем, это игра Survivors.
Первая игра Survivors вышла в 2012 году. 4 украинца создали эту игру на движке Unity. Unity — это специальный движок для независимых разработчиков, то есть он практически бесплатный. За основу взяли Slender, то есть главная задача этой игры — нужно выжить и собрать некое количество записок. В этой игре их 11. Сценарий у нас тот же, да? Мы убегаем от определенного существа, собираем записки, но теперь мы это делаем с друзьями. Главный враг — это некое существо, похожее на волка, то есть стоит на 2 ногах, здоровое. Ну, оборотень. Оборотень, да, с красными большими глазами, то есть издалека его можно увидеть, но он телепортируется. И самый прикол то, что тут играют 4 игрока, то есть они связаны друг с другом в скайпе, то есть общаются как-то. 3 каких-то... Андрей, стой! Я бежать не могу, я выйду. Назад, куда ты прешь? В игре как бы особой истории вообще нет. Появляются 4 строителя ниоткуда, как в нашей стране, да? Раскривушка это... Что это такое? Вот! Кругом лес, темнота, и начинается выживание. Так как тут эксит, вот. А как этот фонарь включить? Я забыл. Правой кнопкой мыши, у тебя и так включен. Если в каких-то фильмах, да, и вообще в жизни есть такое клише, что если вы хотите выжить, не разделяться, то в этой игре наоборот все. То есть лучше разделиться, и тогда у вас есть больше шансов выжить вообще. 4 игрока разбегаются, за одним только погонится волк. Остальные 3 могут в это время собирать записки. Он избавится от волка, убегает дальше, волк бежит за другим. Пацаны, вы где? Пацаны! Ладно, вот прошли, мы потеряли 2 человек, но все-таки прошли игру, собрали все записки, и ты ждешь такого эпического конца, и берешь такую последнюю записку, и происходит, можно сказать, ничего не происходит. Да, маленькое окошко, и там сказано, типа, поздравляем, вы выжили. Да черт подери, даже в пассиансе, пауке, да, эффектов было больше, когда ты побеждаешь. Все. Простота этих инди-игр меня всегда наталкивает на такое сравнение с флеш-играми старыми, когда там нужно провести, допустим, точечку через лабиринт, и ты стараешься так ее провести, не касаясь стенок, а потом тебе... Именно такая реакция бывает. Хорошо. Друзья, с вами была телепрограмма «Пропеллер». Увидимся ровно через 1 неделю. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ. Всего вам доброго и до новых встреч. Всем пока. Пока-пока. Let's kick it.